С вами Павлов Александр, и над приветствием мы еще поработаем. Да, точнее, я решил, да, наверное, больше, нежели он там сидит, работает. Вдохновился я идеей, значит, делать обзоры на доставку еды в Якутске. Вдохновился я от кого? От Обломова, человека, который на Пикабу делал рецепты довольно неплохие, и позже на Ютубе начал делать. Вот у нас вот мы даже чуть-чуть подготовили здесь. Так как в Якутске я еще не видел такого, что кто-нибудь занимается этим, я решил, что почему бы и нет. Давайте это интересно, я думаю, большинству народу, молодежи особенно, которые не любят готовить. Я, конечно, люблю готовить, но иногда бывает очень лень, там после работы приходишь такой и готовить нет, пожалуй, спасибо, и лежишь, смотришь в потолок. И за это время ты можешь, в принципе, дождаться еды, которую ты закажешь. И почему бы не найти сейчас среди всех этих сушей японской кухни что-нибудь вкусное на самом деле. Ну а пока будем искать, конечно, идеал сейчас Хэсбургер, да, все любят туда ходить, но там очень дорого. Там будем искать довольно-таки приятные для кошелька и приятные для языка места, где можно будет покушать именно дома, заказав к себе. И будем смотреть, не обманывает ли нас по граммовке, не обманывает ли нас по вкусу, конечно же, это самое главное. И приезжает ли оно вообще теплым. Давайте посмотрим. Первая наша жертва, наверное, не жертва, не знаю, откуда мы будем заказывать это. Я нашел вообще доставка еды в Якутске. Я написал в гугле. Там мне на первую очередь скинула еда.ект. Это не... Извините мой ноутбук за то, что он тут пикает. Да, на самом деле это реклама, но нам за это не платят. Это самое главное. Мы просто решили, откуда бы заказать и откуда мы закажем. Посмотрел сайт, довольно приятно, да, и тут сразу можно в корзину пихать. Будем обсирать плохую еду и говорить, что божественную еду, конечно, ну, вряд ли амброзия существует в наше время. Мы будем заказывать еду с еда.ект.ру. Даже в рифму. Четко, да? Вот так вот мы заказали еду на 1010 рублей. 10 рублей потом достану. И ожидаем, через сколько придут. Сейчас у меня на часах ноутбука 19:38. И ну что, ребята, 24 минуты уже прошло с того времени, как мы сделали заказ на еда.ект.ру, и довольно-таки печально то, что мне до сих пор не позвонили. Написано было, что вам позвонят в ближайшее время. Да, что-то как-то с чем-то, знаете ли. Это как-то меня смущает. Ну хорошо. Вирусная угроза была обнаружена. Ладно, это удалишь, надеюсь. Так. Длинная чикен грилл. Давайте еще раз попробуем позвонить на номер 700-4025. Это доставка. Sorry. Вы сами это можете услышать. И это какое-то, извините, наебалово. Как сказать наебалово без мата, сейчас вспомню. Это какой-то лохотрон, я хочу вам сказать. Раз есть такой прекрасный сайт, с которого можно заказывать еду, и не работает это все. Да, знаете, мы хотим кушать. Иларион вообще с обеда не кушал. Человек ждал меня, думал то, что типа все спокойно пожрет и тому подобное. Но нет, у нас тут еда.ект не работает походу. Единая служба заказов называется. Давайте будем искать что-нибудь другое. Давайте просто позвоним, поищем что? Поищем эту самую блинную Chicken Grill в Тугисе и найдем их номер и позвоним им. Будем делать заказ. Да, закрыто до завтра. Работает они до 8, я сделал заказ 19:38. Это, наверное, означает то, что им насрать на то, что в 7:30 будут делать заказы. Понятно, да? Окей, мы будем искать что-нибудь другое. Алло, здравствуйте. А доставка еды у вас есть? Ну что ж, друзья, мы заказали с места под названием «Просто вкусно».
Это киоски написано через слэш магазины фастфудной продукции. На 202 микрорайоне находится. 11/5. Написано, что шашлык. Открыто она до 22:00. Взял трубку человек Востока, походу. Есть у него акцент такой некий. Ну и мы заказали 2 шашлыка. Сказали то, что они весят по 300 грамм. Взяли 2 шаурмы. Тоже по 300 грамм они весят. Стоит это все дело, шашлык в лаваше будет завернут, он будет стоить 220 рублей, как нам сказали. Шаурма же будет стоить 200 рублей. Также мы заказали оттуда хот-дог. Ну, еще у них можно заказать какой-нибудь куру-гриль, либо голень, либо крылышки. Все довольно прикольно на самом деле. Ну и все на этом. Начинается некий минус этого заведения, то что выбор небольшой. Шашлык, шаурма, кура-гриль и хот-дог. Все. Больше ничего у них заказать нельзя. Но есть большой плюс. Мы у них попросили, у них самих напитков нету, к сожалению, но мы попросили их купить где-нибудь в магазине колу и липтон. И они согласились. Это довольно приятно на самом деле, что люди могут пойти и купить, себе привезти колу и липтон, которого даже у них в наличии нету. Это большой плюс, большой плюс, пожалуйста, большой плюс мне. Это большой плюс в Якутске особенно, наверное, потому что люди тут лишние движения бесплатно вообще не хотят делать никаких. Ну и нам сказали то, что минут через 30 приедет уже заказ. Сейчас на часах 20:19, но заказал я 20:16. Надеюсь, то, что они ровно через полчаса примерно привезут. Ожидаем. Ну что ж, друзья, привезли нам 2 пакетика. В одном это у нас сразу открою, да? Давайте время посмотрим. 8:41. Заказали мы когда? 8:16. 30 минут. Они справились с задачей. Это даже меньше, чем полчаса. Это прекрасно, это круто. Нам привезли тут липтон и колу, которые мы заказали, да? Липтон не очень холодный, а вот кола прям таки даже потеет, так скажем. Кола твоя? Тебе не нравится Зеро? Надо было сказать то, что типа обычная кола нужна. Доставили нам тут много чего приятного, кажется. Давайте салфетки, куча салфеток на 2 человек, это большое количество. Вообще очень круто на самом деле. Я думал, что доставки в Якутске будут так себе. И давайте перейдем к еде самой. Тут мне нужна будет уже помощь Ларе, наверное. Ну что же, вот у нас привезли все. Вы можете посмотреть 5 позиций. Можно определить то, что здесь полоски. Это значит шаурма. Есть хот-дог. Какой же он маленький. Просто жуть. Это прямо как моя. 2 шашлыка, 2 шаурмы и хот-дог. Ну что ж, давайте протестим сперва шаурму. Я не знаю, это куриная или свиная. Это плохо. Давайте вот посмотрим. 0. Видно, да, там цифры. Итак, небольшая оговорочка. Произошел казус. Мы измеряли, взвешивали нашу еду в унциях, а не в граммах. Да, я такой вот дурачок, что этого не заметил. Заметил это я только в конце. И даже когда в руках держал, я не мог понять, что это 300 грамм, а не 120. Вот так вот, да, друзья мои. Ну, не обессудьте. Вы посмотрите, как я реагирую на все это. 150, да, получается? Да, 151 грамм. Ну, сказали то, что будет как шашлык. Давайте сперва измерим тогда шашлык. Что-то тут не кажется, что тут 300 грамм. 122. Это недовес конкретный в 2,5 раза практически. Это, знаете, обман, честное слово, через телефон просто. Мне говорят, 300 грамм будет, да, брат? А мне привозят 122, брат. Это, конечно, ну, сразу скажи мне, что там будет 150 хотя бы, на 25, 28, 27 грамм. Там вообще без разницы. Это маленький недовес. Но давайте все измерим, посмотрим. Все должно быть по 300 грамм, но все у нас по 122 грамма. Окей. Эту шаурму мы еще не весили. Она 159. Окей. Окей, ладно, все, недовес. Хот-дог у нас стоит 100 рублей. Давайте повторимся. Шаурма у нас стоит по 200 рублей. Шашлыки по 220 рублей.
Ну, а хот-дог стоит 100 рублей. Граммовку он сказал, нету граммовки, есть хот-дог просто. Это 71, да? Нет, 77. Давайте сперва посмотрим на хот-дог. Разделочной доски, к сожалению, нету. Извиняемся, но руки я помыл, конечно же. Кстати, теплая. Хот-дог теплый, но не настолько прям. Шаурма тоже теплая. И шашлык. Ну, не горячая, уже минимальная температура, пока ехала практически, которую можно, в принципе, есть. Вот вы можете посмотреть, тут куча лука и одна сосиска, разрезанная вдоль. Почему? Я не понимаю, почему она разрезана вдоль. Скажите мне, пожалуйста. Наверное, какой-то фетиш, я не знаю. Вот булка тут уже слегка размякла, есть кетчуп, есть... Что тут? Зелень какая-то, ни огурцов, ничего нету, есть кетчуп, есть чуточку майонезика сверху. Знаете, это как криспи какой-то, который ты берешь в магазине, да, он стоит там 60 рублей всего лишь. Много зато, много, но тут он стоит 100 рублей. И пока что я не думаю, что он вкусный. Ну, давайте попробуем. Ничего прям шикарного. Реально обычная криспи какое-то. Обычная еда, прям обычнейшая. Такой хот-дог. Вот это точно не партковский хот-дог, который все любят, просто обожают, да? Который запретили еще на детях Азии, чтобы люди не отравились. Чтобы не браком. Ладно, давайте перейдем к шашлыку, да? Наверное, к шашлыку, потому что шаурма. Почему ее называют шавермой, я даже не могу понять. Шаурма у нас это обычное дело, ее все жрут, ее все любят, боготворят даже. Вот у нас лавашик, в котором должна быть у нас порция шашлыка. Да, надеюсь, в следующий раз у нас будут не весы, а разделочная доска, и чуток извиняемся за то, что мы тут сделаем на чем-то непонятном. Вот такой, вот можете просто посмотреть. Просто выглядит прекрасно на самом деле. Хороший шашлык. Ну что же, я достал вилки и ложки. Они у нас есть все-таки. Вот мясо. Я его собираюсь взять. Большой минус, конечно, да? Небольшой. Просто вкусно. Говорит то, что ешьте руками. Тут нету никаких комплектаций. Конечно, я понимаю, это хот-дог, шаурма. Но шашлык. Шашлык я тоже должен кусать как шаурму, походу, да? Раз он завернут в лаваш. Но если бы я заказал не в лаваше, а в тарелке, наверное, мне привезли бы. Наверное, думают за меня. Ну, посмотрим. Обычный шашлык. Я не могу сказать, что это просто... Надо заживать, наверное. Зря весь кусок запихал, потому что я ножом не смогу порезать, я подумал, короче. Нет, вкусно, ага. Реально шашлык вкусный. Ну, прям типа не божественно, типа, я влюбился в это. Я не могу сказать, к сожалению. Приятно. Да. Кто не любит шашлык? Тем более то, что он приготовлен вкусно и можно есть спокойно. Вилки и ложки отложим тоже, пожалуй. Приступаем мы к шаурме. Как можно понять, что вас любят? Вам дают вилки, ложки и салфетки, как говорил Обломов когда-то, да, в своих... Да, это куриная. Можете вот тут вот посмотреть, уже сломано было. Я чуть-чуть надорву до конца. Это куриное мясо. Тут есть перец. Интересно, зеленый перец. Помидорка. Есть ли здесь огурцы вообще? Давайте посмотрим. Огурцы. Мне интересно, есть ли здесь огурцы. Огурцов я здесь не вижу. В верхней части точно нет. Да, огурцов нету. Есть петрушка. Есть куча лука. Короче, после того, как вы это все съедите, то с девушкой целоваться вам точно противопоказано. Ну что же, давайте попробуем это сие чудо. Сочно, не прям сухо. Есть можно даже, кажется, без запития чем-либо. Добавление перца, это странно. Я впервые вижу шаурму, где есть перец. Обычно все просто. Это, наверное, для всех это типичная шаурма. Мясо вкусное, мясо курицы. Есть можно, это точно. Отравлюсь ли я? Этого я, к сожалению, сказать не могу. Посмотрим.
Я потом отпишусь, если я отравлюсь. Это видео все равно выйдет через пару дней после того, как мы это все запишем. Да сними-ка вот это! Смотри, у нас что? Мясо курицы, которое не доварилось, не дожарилось. Оно красное еще. Я понимаю, это можно делать с говядиной, да? У которой есть степень прожарки, но тут у нас степень прожарки рейр, там, не знаю, не говядина, а курицы. Знаете, да? Понимаете, о чем я? Не всем людям приятно есть такое, я уж точно знаю. Переходим к следующей шаурме. Это шаурма. Я обозреваю шаурму. Шаурма-патруль у нас здесь, да, походу, образовался. До чего же докатился парень? Парень, который занимался не пойми чем до этого, а теперь он обозревает шаурму. Вот каким можно стать, люди. Не докатывайтесь до моего состояния. Ну что ж, открываем это. И что тут у нас? Давай. Ну тут то же самое практически. Картошка фри. Что ты тут забыла, дорогая? Это реально картошка. Угу. Ну, я не вижу больше здесь картошки. Значит, это... Она случайно сюда попала. Надеюсь, это не так, типа, чувак ел картошку такой и делал в это время мою шаурму вот так вот еще курил, наверное, да, и случайно картошку в рот запихал себе, откусил и кусочек упал в мою шаурму, да. И... Надеюсь, это не так. Надеюсь, это было там случайно куда-нибудь уронили, когда готовили, да, вот. Высыпали картошку куда-то зачем-то и упало это случайно в мясо. Надеюсь, это так было, а не то, что я думаю. Здесь свинина хороша. Ну что же, вот мы поели и достаточно неплохо. Да, оказывается, у нас тут стояли не граммы, у нас тут стояли унции. В Google зашел, посмотрел, что такое озы. Я не заметил сперва. Нас, оказывается, не обманули, даже наоборот. Нам доложили больше, чем нужно, по 40, по 50 грамм на каждое блюдо. Шашлык 340 где-то грамм получилось. В одной унции 28 грамм. Наша передача еще и познавательна. Что же, получается, что нас не обманули, даже больше дали, нежели сперва заявили. То, что будет по 300 грамм, а оказалось больше намного. Это хорошо. Вообще лук не жалеют, конкретно всяких овощей, конечно, огурцов нету, это жаль, это бы как-то слегка освежало. И хот-дог, это большой минус, реально за 100 рублей мы получаем 7,7, это сколько у нас, 140 грамм, да, где-то 160 грамм, где-то довольно-таки невкусные вещи. Такое я могу купить за 50 рублей где-нибудь в ларьке, криспи, хот-дог, да лучше даже малыш тот же криспи купить, он большой, он стоит 56 рублей где-то, и он намного больше и сытнее, там реально булка вкусная. Что следующее? Шашлык хороший, реально там мало жира, 300 грамм, стоит всего лишь 220 рублей, это лаваш 20 рублей сверху стоит. Если бы мне приносили в тарелочке, то было бы это 200 рублей. Ревизор, да, тут сел такой, нет, это не простительно, это не то, это не так. Нет. Следующее, шаурма. Шаурма, свиное мясо, просто шикарное было на самом деле. Я после того, как перестал снимать на камеру, реально вкусил, и оказывается, это вкусно было, и сперва что-то даже не понял. Но вот куриный, как сказал Ларри, там слишком много мяса. Я не думаю, что это минус большой, да, но Ларри говорит, что у меня во рту, что-то так говорил-то, как будто у него во рту огромная кастрюля жаркого, я не знаю даже, что это означает, ну да ладно, получилось. Огромный плюс за то, что они нам колу привезли с Липтоном, хотя у них этого не продается, они забежали в магазин, куда-то купили, принесли чек этого. Да, кстати, мы закупились на 1196 рублей. У них была сдача с собой даже. Да, без учета доставки получается, да? Еды мы очень много заказали, даже осталось, придется в холодильник запихать, чтобы завтра съесть. Но все же восточное кафе, что ни на есть, лучшее для настоящего мужика, который жрет много. Мужик! Что сказать про просто вкусно? Обычное восточное место, мне нравятся восточные места, потому что я сам похож, наверное, на человека с восточной национальностью, меня все-таки никогда якутом почти не называют. Ну, на этом все, наверное, нужно прощаться как-то, ну, я опять не придумал ничего, как я буду прощаться.
Там ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, откуда может быть что-нибудь заказать. Ай, тара-тар-та-тара, пока. Ну да, я закончил на самом деле. И начинаю я уже бред говорить в камеру. Что сказать? Наелся, да. Дурачок, да, опять пришел, зубы кривые, говорить не умеет практически, дрыщ, худой, прыщавый, да и вообще плохой человек, да и вообще не лайки, наверное, да, скорее всего. Особенно это касается Джокера и ЕКТ, там очень много моих фанатов, я знаю. И все на этом. Слишком много слов, паразитов я использую, чувствую себя пучком, на самом деле. Сижу такой, как гоблин.